Исянмисес. Мы освоили с вами уже целый ряд форм, не только глаголов, но и существительных и местоимений. И они существенно расширяют наши возможности. Какие формы у направительного падежа в татарском языке? Напомню, что мы всегда видим разницу между твердым и мягким вариантом и между звонкими и глухими звуками. То есть вот такая микросхема, можно сказать. Что когда твердый и звонкий, то это что у нас? Га. Га. Если мягкий и звонкий, то это гэ. Угу. Если твердый и глухой, Ка. угу, ка. Если мягкий, глухой, Ке. то есть это крестики и нолики, да, есть две оси координат. По твердости, мягкости и по глухости и звонкости. Вопросительные слова, которые помогут нам воспользоваться этими формами, в форме винительного падежа мы вышли на форму кого? Кемне. А в этом случае какое окончание мы избираем? Кемге. Да. И что это будет означать? Кто кого? Кому или к кому? То есть у нас уже три возможных варианта. Кто, кого и кому или к кому. Например, как мы спросим, Альфинур, кому ты пойдешь? Кемге син борасын. Угу. Правильно, но более обычная форма син. Начнем сначала с того. Син кемге борасын. Да. Опять-таки, вопросительная вот эта частица мне здесь не нужна, потому что уже есть вопросительное слово. Но это когда мы говорим про кого. Кого, кому. Но вспоминаем, что этот же падеж используется для направления. И в этом случае он отвечает на вопрос «куда?». Коя. Эдуард, как мы скажем, куда ты идешь? Синкая Барасан. Вот, наконец-то настал момент. Того, что я знаю. Направительный падеж, который востребован у нас в отношении, в вопросе к человеку. Кому или к кому? Или же направление движения. Куда? А еще говорят син кая. Ну, то есть ты где? Койда. Кайда? Да. Нет, ну могут спросить, ты куда? Да. Это не где, а ты куда? Ну, Потому что не в русском не договаривают. Русские Да. говорят. Ну, по-русски мы также говорим, ты куда? Ну, либо Мы ты здесь где? сидим, да. Не литература. Нет, это имеется в виду, это не полное предложение. Просто там иногда, когда дальнейший смысл очевиден, то слова пропускаются. Или так же, как можно сказать, я сейчас там, минхезер. Я сейчас. Там не договариваются, что я собираюсь сделать. Ну, допустим, вы мне синхая, а я говорю, минхезер. Ты куда? Я сейчас. Без контекста непонятно вообще, о чем эти люди говорят. Но контекст дает очень большие возможности, потому что мы понимаем ситуацию. А как этот хая пишется? Хезер. Хазер. Хая, вот. Вот, кая. Это значит куда? Это куда? Да, а как пишется сейчас? Сейчас. Ага. Есть еще два случая использования вот этого направительного падежа, которые очень похожи на аналогичные ситуации с дательным падежом в русском языке. Это, во-первых, в отличие от многих других языков, здесь совпадение в русском и в татарском. Глагол «нравится». Вот если мы напишем форму в повелительном наклонении в единственном числе «нравься». Оша. Какой вывод мы сделаем? Как спрягается этот глагол? Как сказать «я нравлюсь», «ты нравишься», «Эльза»? Син шисан.
Да. А как сказать? Он мне нравится. Ул мина ошей. Похоже на аша. Да, как будто ешь звучит, да? Ну, тут уж, как говорится, надо вовремя чувствовать разницу. Как сказать? Мне нравится. Минтелим. Мингауша. Понимаете, вы далеко заходите, Арина. Менталим — это значит «я желаю» уже. Мне нравится, я желаю. Здесь некоторые не только стилистические различия. Это все работает в танце. Арина девушка конкретно. Так что да. Так что лучше сразу определиться. Спрягается он так. Шаям. Да? Напомню. Мне, тебе и всем остальным участникам процесса нравится вот эта форма в третьем лице ошей, да? Причем, так же, как по-русски, мне нравится там кто-то или что-то, или же мне нравится что-то делать. И вот здесь как раз, наконец, нам потребуется неопределенная форма. Это инфинитив. Но ашарга — это нравится как неопределенная форма. А здесь нравится что-то делать. Например, как мы скажем такую фразу: «Мне нравится танцевать». Минга бирге ошей. Да. А почему не ашерга? Нет, ашарга — это нравится, это неопределенная форма. А здесь мне что-то нравится. Мне нравится танцевать или там петь и так далее. Ашарга — это неопределенная форма самого глагола «нравится». Да, с мягким знаком. А мы берем берга в неопределенном. Да, это в данном случае это то нравится, которое без мягкого знака. Действительно, в русском языке нравится, он нравится, и неопределенная форма, они звучат одинаково. На письме там в неопределенной форме мягкий знак. Мы добавим еще слово «нерсе». Это «что». Как спросить, Сергей, что тебе нравится? Нәрсе, сина, оши. Здесь опять не требуется «ма». Или «синга нерсе ошей». Тебе что нравится? А как правильно? Нәрсе, сина или сина, нәрсе? Предпочтительно начинать с местоимения. Местоимение, окей. Сина, нәрсе, оши. Как спросить, тебе нравится оказать помощь? Так, И как это? И так так, далее. внимание, барабанная дробь. Как сказать? Тебе нравится оказать помощь? Делать помощь, как... Да, помощь делать. Да. Как у нас было делать помощь? Представили? Помните? Ярдем. Помощь. Ярдем Ярдем. и терге. Ерде. Значит, надо сказать, тебе помощь делать нравится? В такой последовательности. Тебе Сина ердем. Ите. и терге. Итерге. Юш оши. Ашима. Да, и еще вот здесь- Ашима. Да. Ама. И все вместе теперь красиво и гладко скажите. А как именно определить, по какому порядку должно идти? Запомнить, что глагол в Нет. конце, да? Глагол должен быть в конце всегда. Так вот два глагола. Делать помощь и нравится. Но ключевой глагол здесь нравится. Потому что нравится может человек там или что-то еще. Это все дополнение. Это все объект, который мне нравится. Вопрос к слову нравится. К слову нравится, да. То есть, что у нас получилось вместе? Тебе, Сине. Синга. сина, Синга. Ерде. Итерге. Оши. Ма. отлично. Вау. Браво. А как сказать «не нравится»? Ушамый. Совершенно верно. Глаголы, которые, повелительная форма которых в единственном числе заканчивается на гласной, мы вспоминаем, с чего мы начали. Ошейм, а отрицательная форма Ушамый. ошамы. То есть, если вдруг что-то нам не нравится, Дмитрий, вот действительно, вот если мы проходили до этого слова ашамы,
Не кушай, да. Не ест, да. Он не ест. И ошамы, да. Звучат действительно похоже. В первом случае, там, где есть кушать, это вот это глубокое о. А здесь откровенное о. Наверное, больше на контекст, да, ориентироваться? Да. Ну, по-русски тоже бывает много случаев, когда близко звучащие слова, и сразу поймешь. О. Как сказать, Азунур? Он мне не нравится. У меня ошамый. Отлично. Ну, в смысле, не отлично, но в жизни так тоже бывает. Вот, значит, нравится. Один из таких бонусов, можно сказать, потому что абсолютно аналогичная конструкция русской конструкции. Нравится, не нравится. Через дательный падеж. Кому нравится? Напоминаю, кому это кемге. И еще один случай, аналогичный русскому языку, в котором используется дательный падеж. Это слово «надо». Кирек. Нерсе кирек. Вот. Синга нерсе кирек. Вот, очевидно, это слово постоянно все слышат. Оно входит в запас слов, которые все знают. Где надо. Биккерек. Синга нерсе кирек. Что это значит? Тебе что надо? Тебе что надо. Берем синга, да, тебе, что, нерсе, и надо. Мне надо, теперь последовательность. Когда мы говорим, что мне что-то надо, мы говорим мне, вот это что-то, а потом надо. Мина күлмәк кирек. Матур кюльмек, да? Матур күлмәк кирек. Вот, например, ну, допустим, слово вода. Су. Су. Мне надо воды. Как сказать, Дэвид? Мне кирек. Нет, сначала Нет. воды. Да. Су Нет, сначала минга. мне вода надо. Минга су кирек. Минга су кирек. А к су ничего не нужно прибавить? Нет, Су, она потому что она требуется просто. Здесь мы не делаем ее, и тогда мы пьем воду. А здесь просто, что она требуется, вода. А если не требуется, то что мы добавляем сюда? Кирек ми. Кирек ми. Кирек ми. Если вдруг нам чего-то не надо, то керекми. Ну, это вопросительный получится? Или Нет, отрицательный? смотри, вопросительно частица выглядит вот так. А ми – это отрицательная частица. Отрицательная частица в мягком варианте. Надо или не надо. Так же, как в русском, может использоваться по отношению к какому-то предмету, что мне что-то надо, я в чем-то нуждаюсь. Или же действие. Например, там, мне надо поесть опять, раз уж про еду заговорили. Как сказать? Мне надо поесть. Сергей. Мига. Кирек. Ошарга. Ашурга. Кирек. Да? Кирек. То есть здесь используем вот эту неопределенную форму, да? Да, то есть так же, как в случае, вот это два случая, где Сергей. которых объединяет то, что и там используется дательный падеж, и то, что они аналогичны соответствующим русским конструкциям. Это нравится, не нравится и надо, не надо. И там мы можем говорить о каком-то объекте, мне кто-то нравится или не нравится, или мне что-то надо или не надо. И действие. Мне надо что-то сделать или не надо что-то сделать. И мне нравится что-то делать или не нравится что-то делать. Несколько предложений навскидку. Кому она нравится? Кемне. Кому? Кемге. 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 Ол. Он. У уши. Оши. Да. А как сказать, Арина, что тебе нравится делать? Нерсе. Сначала лучше тебе. Синга нерсе
нерсе эшлисен. Нет, делать неопределенная форма. Иш- Эшлерге. Эшлерге. Надо. Да, то есть это нравится. Аше. Оши, да. Еще раз. Еще раз все вместе. Красиво. Подождите. Это уже фигура высшего пилотажа сейчас пошла. Все. Синга нерсе эшлерге аше. Yes. А чего вы не хлопаете? Вот, ну, на этой радостной ноте мы завершаем наше очередное занятие. Очень прошу вас находить пару минут, чтобы все это прокрутить, посмотреть. Потому что чем чаще мы будем повторять вот эти все схемы, структуры, неважно в какой последовательности, тем быстрее мы выведем их на уровень автоматизма. К чему мы и стремимся. Саубулыгас. Саулус.